В таджикском сегменте соцсетей появились новые ролики. Милиция задерживает женщин в хиджабах. Несмотря на видеодоказательства, правоохранительные органы отрицают факты охоты на женщин в мусульманской одежде. По мнению лидера социал-демократов, в стране нет законов, запрещающих хиджабы. Анушер Вунарипов продолжит. Нилуфар Раджабову за ношение мусульманского платка задерживают часто. В последний раз это произошло 14 декабря. По словам Раджабовой, на улице к ней подошли сотрудники милиции, посадили ее в микроавтобус к другим задержанным и отвезли в отделение. 4 женщин задержали, когда меня тоже задерживали. Когда мы поехали в Сино, там около 15-20 женщин там еще были, кроме меня. А что вам говорили? Что все, что вот вы оделись, это не наша национальная одежда. Во время допроса, когда выяснились некоторые факты о семье Раджабовой, следователь ей угрожал и даже, по ее словам, ударил. Женщина написала заявление в Генпрокуратуру с жалобой на действия милиционеров. Но дело до сих пор не открыто, считает она. Следователь прокуратуры, который сегодня вызвал ее на беседу, заявил журналистам, что вообще не в курсе расследования, не понимает, зачем ему позвонили и почему журналисты занимаются этим вопросом. В рейд-группах против женщин в хиджабах состоят не только милиционеры, но и сотрудники комитета по делам женщин, которые называют такую охоту профилактическими беседами. Рейды в данное время не существуют, потому что мы провели столько информационных мероприятий. Мы думаем, что наши девушки, женщины уже поняли, в чем суть национальной одежды и в чем суть вот этого хиджаба. Рейды против женщин в мусульманских платках осудил председатель Социал-демократической партии Таджикистана. Культура таджиков связана тесно с исламом, а навязывать людям стандарты одежды незаконно, говорит он. Конечно, государство может устанавливать определенный стандарт, скажем так, ношения одежды для государственных служащих, для правоохранительных структур, для тех или иных государственных или частных школ, которые восприняли эту процедуру или инструкции выполняют. Но простого человека, который не связан с государством, точнее не государством, а государственной властью, определенными трудовыми, служебными и так далее отношениями, указывать ему, что одевать и что не одевать, и тем более за это преследовать, это преступление. Таджикистан по-прежнему находится в списке Госдепа США среди стран-нарушителей религиозных свобод наряду с Северной Кореей, Туркменистаном и Ираном уже 4-й год. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео от 20 декабря этого года. Анушер Вунарипов, Насим Исамов. Настоящее время, Азия.